Іван Гайко обирає для себе технічну спеціальність. Вагається поміж будаўнічим і машинобудаўнічим факультетами. Тому прийшов реєструватися для проходження централізованого тестування по 4 предметах – математиці, фізиці і 2 мовах – русской і білоруській. Молодий чоловік каже, що відчуває себе на порозі дорослого життя. Отказ на вибір предметів, заповнення документів і реєстрація на тестування. У гэтым є особлива атмосфера. Это все для меня новшество. И это как, более как для будущего, надо же будет и поступать, и учиться как-то, и заполнять документы, то есть для меня это впервые. Іван на реєстрації у компанії мами. Каже, моральна підтримка родних важна на відказному етапі. Мы решили это сделать вместе здесь, очно это зарегистрировать, так как что для того, чтобы быть более уверенным, что мы зарегистрировали, что мы правильно заполнили документы. Как мальчик, он выбрал техническую специальность. Мы как с мужем, как родители, мы очень поддержали своего ребенка. Пакуль у Брестской области зарегистрировано больше за 2600 пропусков на тестирование. Традиционно у лидерах 2 предметы – русская мова и математика. Шмат абитуриентов региструются одразу на 4 предметы, как был так званый запасный вариант. Я сдаю, получается, 4 предмета – английский, русский и обществоведение. Я буду поступать, примерно так, на юридический факультет БГУ. И как запасной вариант буду сдавать историю Беларуси. Сёлета зарегистрироваться на централизованное тестирование можно у тым ліку у онлайн-режиме на сайте Республиканского института контролю ведаў. Такі формат асабліва актуальны у цяперашняй эпидемиологичной обстановцы, каб звесці да мінімуму колькасць контактаў. На сайте Республиканского института контроля знаний есть форма, которую необходимо будет заполнить для того, чтобы потом прийти в пункт регистрации и, соответственно, попросту получить пропуск. Естественно, очень внимательно надо заполнять эту форму, потому что есть там, так скажем, например, код пункта учреждения, например, дата окончания школы, колледжи и так далее. То есть, соответственно, эти пункты надо обязательно просматривать. Зарегистрироваться для проходження централизованного тестирования по выбранных предметах можно до 1 чэрвеня ўключна. Уже на наступны дзень гэта будзе немагчыма. Першае централизованное тестирование пройдзе ў суботу 13 чэрвеня и традыцыйна по беларускай мове. Анастасія Цыкунта, Грана Капян, телерадиокомпания «Брест».